дерево для меня, во-первых, это лес. Ну, то есть дерево, оно в любом случае изначально растет в лесу. До сих пор где-то так и делают, так и живут. Используют дерево как основной материал для всего вообще в быту. А вот лично я делаю из дерева картины и музыкальные инструменты. Поставим ее так. А куда ты ее потом используешь? Ну, музыки свои. Да? Ну, много материала разного. Угу. Музыкальные инструменты, на которых я уже доиграл до кубыза, там это гитара и гармошка со школы. И, в принципе, мне были интересны в целом музыкальные инструменты и музыка, она как бы всегда тянула меня. По звучанию он был таким необычным, не похожим на остальные инструменты, и почему-то очень влекло именно звучание кубыза. Начал учиться на нем играть. И в итоге теперь я делаю и играю там в музыкальных группах. И сам сейчас развиваю этот инструмент, усовершенствуя инструмент там, звукоснимателями, например. Размер, способ изготовления и вообще каждый кубыз получается немножко разный по звучанию. А если взять более академические инструменты, ну, скрипка и виолончель, например, или там и гитару даже, у них все равно есть какой-то стандарт уже мировой, и этого стандарта придерживаются. А с кубызом я не придерживаюсь. Вот я сколько лет играю, получается, у меня были уже 3 разные тональности на кубызе. Я использовал разные струны, разный строй, то есть экспериментирую, ну, ищу звучание, которое мне больше нравится. Когда я был студентом, у меня была группа, называлась Дукес. Дукес – это вот часть традиционной одежды верхней, это как, ну, кафтан такой, удмуртское название Дукес. И мы пели традиционные удмуртские песни, вот 2 девочки поют песни, я подыгрываю им на кубызе. Все, вот больше ничего не было в этой музыке, только вот такой чистый аутентичный фолк. И у нас группа называлась Дукес. Мы несколько лет играли, там даже записали альбом. Меня заинтересовала электронная музыка. И я начал делать музыку чисто электронную. И почему-то решил назвать ее пост-дукес. Это означает после дукеса. То есть я хотел в основу взять вот именно фолк удмуртский в основе каких-то мотивов, но чтобы все звучало современно, в электронной аранжировке. Теперь вот и кубыз, и электронная музыка, и аутентичные песни.
Но, в принципе, можно играть разную музыку на кубузе. Эта музыка более медитативная, скорее. Это какое-то направление, как направление этнофутуризм, а это направление, музыкальная часть его, финно-угорский шаманский оркестр, когда вот может быть много 20 людей, которые играют. Они могут играть на разных, даже просто палочках, но они как бы в целом создают атмосферу, совершенно другую музыку, вообще не похожую на ту, которая есть у нас сейчас, которая есть в интернете, которую люди создают. Она совершенно такая другая. Она немножко напоминает кубыз в плане медитативности. В Ижевске нас только 3 человека, и вот мы в Ижевске выступаем часто втроем. И всегда, когда мы играем на сцене, например, у нас нет четкого плана. То есть это импровизационная музыка чаще всего. Но есть какой-то костяк в каких-то музыкальных темах, которые вот я знаю, что вот я начну так играть музыку первую минуту, а дальше я не знаю, что как пойдет. У нас есть такие магические инструменты, и я вам предлагаю тоже поучаствовать в нашем оркестре. Обязательно. Квартира, где я живу, это всегда дом. То есть есть работа, куда я хожу пешком, днем работаю, а в выходные по вечерам я спешу домой, чтобы что-то еще делать. Удмуртская культура — это то место, где я обитаю. Везде, где я живу, везде, где я что-то делаю, и везде я соприкасаюсь с этой удмуртской культурой. Даже если имею какое-то отношение не с удмуртами, это все равно как-то влияет. Весной 2020 года я решил возобновить такие сюжеты, ну как сюжеты, композиции девушек в удмуртских костюмах, где они не просто стоят, а скорее танцуют, где руки, они в воздухе вот что-то делают. Ну, в общем, я подумал, что, скорее всего, они где-то танцуют. А раз они где-то танцуют, они могут танцевать на рейве. То есть там же, это же дискотека большая. Вот, и тем более я увлекался техномузыкой, там читал литературу, книжки про техно. И такое, ну, серия будет Удмурт Рейв.
И то, что вот мы включили в альбом 7 композиций, и они все с электронной музыкой. Не техно, но приближенно к техно и транс-музыке, ну или к экспериментальной электронике. И поэтому, в принципе, недалеко от рейва, на самом деле. Вообще я много слушаю музыки, разные со всего мира. И я знаю группы, прямо международные такие известные группы, которые начинают искать какую-то уникальную музыку в традиционной музыке других каких-то народов. И то, что я отношусь к удмуртам, то есть я как бы удмурт, вырос и как бы остаюсь им. И поэтому мое какое-то творчество и хотение, что я хочу создавать, что я хочу делать в искусстве, оно напрямую связывается с удмуртской культурой. То есть я из нее и черпаю какие-то образы, какие-то темы. Вот, очень много удмуртского, которое никто еще не использует. А если еще и использовать всю музыкальную культуру, которая есть у удмуртов, а она прямо очень обширная, то ее, если всю изучить, там хватит надолго-надолго.